Добровольцы Северной Осетии организовали сбор гуманитарной помощи для беженцев из Украины. Около 20 тысяч вынужденных переселенцев покинули свои дома и приехали в Ростовскую область. Туда вчера из Владикавказа отправили фуру с гуманитарным грузом. Акция длилась 10 дней, за это время собрали большое количество продовольствия и одежды. Уже сегодня в Ростове груз встретят специальные службы. Нам понравилось творить добро, делать людям добро том, кто нуждается в этом. И просто чтобы люди видели, что это на самом деле просто самому даже приятно делать это. Реализацию программы капитального ремонта многоквартирных домов обсудили сегодня в рамках проекта «Открытое правительство». За последние годы республика защитила в Фонде содействия реформированию ЖКХ 7 программ по капитальному ремонту. На их реализацию ушло более 1,5 миллиарда рублей, удалось привести в порядок около 600 многоквартирных домов. Впереди ремонт еще 28 жилых секторов. К работе намерены приступить уже в сентябре. В настоящее время на федеральном уровне разрабатывается ряд направлений, которые будут именно работать с неплательщиками. Предусматривается, нельзя будет дом продавать, регистрировать квартиру, также нельзя будет ряд справок получать, которые получаются с различных страховых, не страховых, а социальных институтов. То есть ряд ограничений регистрационных органов, то есть будет неплатежи. Также сейчас министерство хочет ввести в Госдуму законопроект, не знаю, пройдет или нет, чтобы вот у банка весь бюро кредитных историй. И если у человека не платежи по капремонту, пока, я подчеркиваю, по капремонту они говорят, не по газу, не по электричеству, если у него не платежи, тогда кредит человек не сможет получить. Граждан, страдающих наркоманией, теперь будут отправлять на принудительное лечение. Подобные меры прописаны федеральным законодательством. Об этом сообщили сегодня на заседании Республиканской антинаркотической комиссии. Согласно поправкам, употребляющие психотропные средства без назначения врача уже не смогут просто отказаться от диагностики. За уклонение полагается штраф 4000 рублей. Следующая стадия воздействия – лишение свободы на 30 суток. Если и это не принесет желаемого результата, больного привлекут к административной или уголовной ответственности. Принудительное лечение будет оплачиваться из федерального бюджета. Во Владикавказе прошел кастинг фильма «По небу босиком». Режиссер ленты и автор сценария – известный певец Султан Ураган. Съемочная группа выбирала актеров, которые смогут исполнить как главные, так и эпизодические роли. Претендентам предстояло пройти 3 этапа отбора. Сначала предварительное прослушивание, затем углубленный кастинг и, наконец, непосредственно кинопробы. Съемки первого северокавказского полнометражного художественного фильма стартуют уже через 3 недели. Премьера назначена на декабрь этого года. Ленту «По небу босиком» покажут все кинотеатры Северного Кавказа. Это фильм для широкого проката, это фильм, скажем так, такая хорошая авантюра, да? С одной стороны, с другой стороны, это не только материал, который будет снят местными ребятами. Да, я режиссер фильма, да, я сценарист, я идейный вдохновитель всего, соучредитель кинокомпании Storm Cinema, который будет снимать фильмы, я надеюсь, не 1, не 2, не 3. Но мы работаем с украинской компанией, с командой очень серьезной, технически мы оборудованы, будем оборудованы по самому последнему слову техники. Камеры, на которой мы собираемся снимать этот фильм, не каждый российский фильм может себе позволить такие камеры, поэтому у нас продакшн и постпродакшн, он достаточно такого мирового уровня. Главный хормейстер Мариинского театра Андрей Петренко провел мастер-класс для воспитанников Республиканского училища искусств. Встреча прошла в рамках ежегодного фестиваля в гостях у Ларисы Гергиевой. Маэстро рассказал музыкантам о тонкостях дирижерского искусства. Каждый мог задать вопрос именитому хормейстеру. Студенты смогли ненадолго заменить маэстро за дирижерским пультом. Замечательно, что ребята собрались, сегодня пришли на мастер-класс с участием хора. Я думаю, что в жизни тех, кто сегодня вышел подирижировать хором Мариинского театра, это большая веха. Да? Просто люди, думаю, когда они еще это им удастся сделать, но это, конечно, мне кажется, что это хороший толчок к пониманию и хороший к желанию, к воплощению желания получить хорошее образование. В Доме Союзов состоялась внеочередная конференция Объединения организаций профсоюзов республики. Более 100 делегатов рассматривали вопрос о внесении изменений в устав объединения. Основная цель поправок – укрепление профсоюзных рядов, повышение их работоспособности и защита прав трудящихся.